Я вас категорически приветствую. Это снова вы, а это снова я. И сегодня свой видеоблог я решил записать у себя дома из спальни. Да. Ну, потому что о таких вещах, которые я сейчас хочу затронуть, не говорят на улицах. Люди боятся об этом говорить публично. Люди боятся об этом говорить в интернете, обсуждать. Это то, что сейчас творится в России. Это лишение нас пенсий. Это повышение цен на бензин благодаря поднятию акцизов. И нерегулируемому экспорту. Это та ситуация с ценами на продукты, что сейчас творится в магазинах. Да притом, обратите внимание, по Сыктывкару сейчас все заполонили сети, Магнит и Пятерка, продукты, в которых ужасного качества, очень много фальсификата, и почему-то никто их не проверяет. Сколько угодно можно увидеть на просторах интернета, как в Магните купили булку с жуками, консерву с гвоздями, хлеб с тараканами, ну и так далее. Очень много всего. Но Роспотребнадзор почему-то у нас проверяет мелкий бизнес, не проверяя, совершенно не трогая крупный. Ну, видать, перед законом все равны, но есть те, кто равнее. Есть те, кто может травить людей безнаказанно. То есть сейчас пойти купить настоящее молоко, это проблематично. Фальсификат. Вместо сыра они продают сырную подделку, сырную замазку из пальмового масла, которое влияет пагубно на здоровье. И кто же за всем этим стоит? Разве не государство? Разве не оно создало такие условия, что все мелкие магазины закрылись? Вы вспомните, когда у нас были ларьки кругом, вот в Эжве были ларьки, в Сыктывкаре были ларьки на остановках. Разве кто-то покупал когда-нибудь в ларьке некачественный продукт? Нет, да, это были такие случаи, но это были единицы. Это не было так массово, как в сетях. А ларьки закрыли под предлогом того, что там некачественные продукты. Хотя у ларьков нет тут складских помещений, и они закупались в неделю по 2-3 раза. Товар привозили малыми партиями. Он не успевал просто портиться. А знаете, для чего это сделано? А для того, что чиновникам проще проверить одного собственника крупной сети, чем 50 ларечников. И плевать чиновнику, что эта сеть травит людей. А ларечники они не травили. Они цены держали нормальные. Ну, потому что это фактически мелкий бизнес. Они не гнались за такими прибылями, как сети. Сети закупают товары в разы дешевле, чем на оптовых базах. Но продают-то они по таким же ценам, как и везде. Цена-то такая же, имея очень большую такую маржинальность. Процентов до 200-300. Но вот кто согласен в таких условиях жить? Вы понимаете, что сейчас случилось вот с этими магазинами? Мы вернулись к Совдепу. Агроторг и Севергазторг. Все. Нету больше ничего. И на прилавках у нас минеральная вода, хлеб и морская капуста. И килька в томатном соусе. Ну сейчас, знаете, уже даже не в томатном, там не поймешь в чем.
Мы этого хотели. Это стабильность. А как сейчас Путин всех лишил пенсии? Знаете, почему лишил? Да потому что средняя продолжительность жизни у нас в регионе, в республике Коми 65 лет. Для мужчин. Женщины чуть подольше живут. Для мужчин. То есть фактически, по статистике, у меня 50% дожить до пенсии. Это я до смерти должен работать. А обычно перед смертью еще болеют. То есть если благодаря вредному производству или той экологической ситуации, где живут выживет, еще не так давно здесь были выбросы формальдегида и фенола, которые ушли потом на каркероз, потравили здесь людей, все больницы были забиты. Все молчали, все абсолютно, всем было плевать. Как этот фенол сейчас скажется на моем здоровье лет 45-50? Все рабочие с заводов в 50 лет уже фактически инвалиды. Если в советское время рабочего откачивали 40 дней там, отпуска в санатории, в лечебном, профилактории, санатории, то сейчас, знаете, съездить в санаторий в России дороже, чем слетать в Турцию. И кто создал эти условия? Разве не правительство? Разве не оно регулятор экономического условия жизни людей? Именно оно. Об этом боятся говорить люди. Говорить публично. Поэтому наш сегодня диалог так будет по-семейному. Мы закрылись в спальне, и никто нас не услышит. Так что ж, господа, все это хорошо, все это замечательно. Под шумок футбола правительство путинское обобрало народ, которого никто не выбирал. Его никто не выбирал. Если верить телевизору, более 70% проголосовало. Каждый четвертый. А давайте сейчас на улицу выйдем. Спросим, кто за него голосовал. За него не голосуют госчиновники. Не голосуют. Налоговая за него не голосует. Муниципальные организации за него не голосуют. Если только их не заставляют там поставить крестик, сфоткать на телефон, как это делалось, и принести начальнику на отчет. Но люди и то нашли выход. Они ложили такую ниточку, фотографировали, ставили галочку, куда нужно. Вот я, например, за этого человека не голосовал. Я голосовал за Грудинина. Так пусть тогда он пенсии забирает у тех, кто за него голосовал. Пусть он им пенсии отнимает. Пусть он им цены на бензин повышает своими акцизами. Пусть он к ним в карман лезет, чтобы содержать свои яхты с рыбками и домики с уточками. Щипчики там, и корницы, щипчики для сахара на вертолеты там за 80 тысяч рублей. Пусть он с них это берет. А мы-то здесь при чем? Мы хотим жить в нормальной стране. Журналисты 7 на 7 спросили у наших единороссов прокомментировать отмену пенсий, эту пенсионную реформу. Знаете, что сказали? А мы не в курсе. Алексей Панюков, порадовал меня Леха. Молодец. А я не видел ничего. Законопроекта я не видел. Мы его не читали. Обсуждать нечего. Вся страна знает, что обсуждать. Вся страна, мало того, что знает, выдвигает требования на митингах. А он не знает. Офигеть. Депутат. И так все. А один там престарелый старпер. Коммунист. 70 лет ему. Ой, продолжительность жизни, говорит, увеличилась. Надо пенсию, пенсионный возраст повышать. А интересно, а куда он устроится в 50 лет на работу? Кто его возьмет? Кто 60-летнего возьмет на работу? Вы мне скажите. Куда? На какое производство? Еще раз повторюсь.
Мы умираем намного раньше пенсионного возраста. Понимаете? Особенно рабочие заводов, вот этих вредных производств. Какие там 65 лет? Вы представляете, баб за кассой вот этого магазина «Магнит» 63 года, 62 года. Что вы думаете, ее пустят за кассу? Но она будет влачить нищенское существование. Знаете, что будет вторым шагом? А вторым шагом вам Путин скажет: а вы подавайте на своих детей на алименты. Они обязаны вас содержать. Ваши дети. Не себя развивать. Не вы детей должны развивать, чтобы они в жизнь как-то вошли. А дети вас будут содержать. И вы будете подавать на детей на алименты, чтобы как-то выжить. Потому что пенсии у вас не будет. Вот такие пироги, господа. Все это прикрыто мячиками, футболами, ажиотажем и массовкой, на которой потрачено 850 миллиардов рублей. Они потратили фактически 850 миллиардов рублей, чтобы прикрыть грабеж населения, чтобы пенсию забрать и в бюджет пополнить. Но 850 миллиардов они на мячике. Но почему бы нам не съездить куда-нибудь там, в какую-нибудь другую страну, где это ЧМ это проходит? Почему бы нам не съездить там в ту же самую Германию, Францию, Италию? Ну вот есть болезнь. Я не смотрю футбол, мне не интересно. Я люблю играть в него. Я люблю спортом заниматься, я не люблю на него смотреть. Почему болельщики, которые вот прям болеют, я уважаю их и мнение, их интересы, у людей должны быть интересы, у них свои интересы, у меня свои интересы, так и должно быть. Но пусть бы они ехали там куда-то, куда им нужно. Я ведь езжу на свои соревнования, которые мне интересны. Так пусть они ездят туда, куда им интересно. Зачем было 850 миллиардов тратить, чтобы потом забрать с пенсии? А где же наша добыча алмазов, золота? Это помимо нефти. У нас алмазы, золото, руда, алюминий. Где это все? У нас, да даже я в масштабах страны говорю, у нас в регионе. У нас сколько в регионе всего добывается, ничего не остается. Мы нищие. И что, вот эта стабильность? Я что своим детям оставлю? Я что, буду в старости престарелым стариком, неходячим инвалидом после вот этих вот вредных производств, где я свое здоровье, жизнь отдам вот на этом производстве? Для чего? Чтобы меня потом выбросили? Чтобы я болтался, как алименщик, на шее своих детей? Вы такой жизни хотите? Так вы подумайте, господа, своей головой. Что важнее? В мячик поиграть или жизнь наладить? Думаем своей головой, господа.